На часах время просыпаться и начинать строить свое будущее. В эфире «Утро Вести Хакасия». Сегодня с вами я, Полина Ефименко. Здравствуйте. Один из вузов Хакасии празднует юбилей. Чем живет техническая альма-матер, расскажем через несколько секунд. А прежде, коротко о главном. В заповеднике Хакасский найдено 12 браконьерских капканов. Все они установлены в охранной зоне в границах участка Малый Абакат. Орудия лова располагались в местах обитания соболя и заряжены были приманками на этого пушного зверя. Число жалоб, поступивших в текущем году в Роспотребнадзор Хакасии, приближается к 4000. В отдел защиты прав потребителей в основном обращаются люди, недовольные качеством приобретенных через розничную сеть непродовольственных товаров. Также поступает большое количество обращений по поводу услуг ЖКХ. В Абакане стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление. Пройдет он по двум номинациям – внешнее и уличное убранство. Посоревноваться в мастерстве украшения могут как физические лица, так и организации. Хакасский технический институт готовится отметить свой полувековой юбилей. Сегодня вуз является одним из лучших в республике. Здесь готовят самых востребованных специалистов, а выпускники без труда находят себе работу по специальности. Однако студенты любят свой вуз не только за престижное и качественное образование. О жизни во внеурочное время в нашем следующем сюжете. Артем, легко ли учиться в институте? В институте учиться, конечно, нелегко, но все же здесь учиться гораздо проще, чем в школе. Ну, на самом деле, все зависит от обстоятельств. Что-то дается проще, что-то сложнее. Совсем нелегко. Достаточно легко, если знать, на какой специалитет ты сам уже идешь. Ну, я бы не сказала, что легко, потому что когда занимаешься общественной деятельностью, у тебя, как правило, просто нет времени на учебу. Вот. Как ты проводишь свое свободное время в стенах института? На самом деле, довольно интересно, потому что как только я пришла сюда, сразу появилось чем заняться. Это очень много также мероприятий, очень много всяких кружков. Отдыхать, ходить в театр, участвовать в мероприятиях студенческих, в студенческой жизни. Свободное время я провожу в стенах данного института. Мы с нашей группой репетируем здесь постоянно. Книги читаю. Ну, учеба на первом месте. У нас есть Центр студенческой культуры, который нас всех объединяет, весь наш актив. И у нас все есть, начиная от вокала, заканчивая арт-лабораторией. Также у нас есть на базе нашего института, у нас тренируется Федерация черлидинга Республики Хакасия. Наше свободное время мы проводим вот так, в рабочей обстановке. Кто-то занимается батиком, кто-то делает картины из шерсти, кто-то рисует, кто-то у нас занимается резьбой по дереву, и кто-то вон из соломы выкладывает. Что дается сложнее всего? Сдается сложнее именно специалитет. Освоение нового материала. Сложнее всего даются вычислительные предметы, такие как линейная алгебра и матанализ. Самое сложное – это курсовые и подготовки к экзамену. Совместить учебу и общественную деятельность, потому что времени не хватает. Ну, спасибо нашим преподавателям, которые всегда поймут. А так, наверное, сложнее всего дается учеба. Учитесь, стремитесь, узнавайте новое и всегда помните, ваше будущее только в ваших руках. Завтра в это же время начинайте свое утро по-вкусному с Максимом Соболевым. Я же с вами прощаюсь. Хорошего вам дня.